Дорогие друзья, всем привет! Это подкаст «Саша и Даша». Это Даша. А это Саша. И сегодня в гостях у нас Маша. Даша, Саша и Маша. Новый подкаст. Паши не хватает. Да, Паша, звони. Бояркина, алло. Это Мария Столярчик, предприниматель, да, автор программы личного бренда, человек с большой буквы, многодетная мама, человек с активной жизненной позицией, который всегда участвует во всех вопросах, связанных с городом, республикой. И мне кажется, что уже нет людей в нашем городе, которые тебя и не знают. Может, и есть даже, но ничего. Ну, мы это исправим. Да, мы это исправим. Маш, привет, девочки. Да, привет. спасибо большое, что ты пришла. Ты еще в таком чудесном положении. Мы, конечно, мамочки, тебя очень сильно тоже поддерживаем, потому что это очень замечательное время. Когда я узнала, что ты снова беременна, я очень, очень радовалась, как за себя. То есть прям вот было вот это чувство, типа, классно, да. А не было ощущения, нифига она дает, блин, Нет. за четвертую, ё-моё. Нет, не было, да? не было, потому У меня что... у самой было такое впечатление. Типа, что я делаю? Да, вот куда я, что я подписалась. На что я подписалась. На самом деле мы уже с прошлого года планируем. У нас в прошлом году случился даже выкидыш, не получилось. И вот после лечения, после там подготовки тщательной, через год у нас получилось. И сейчас уже на 34-й неделе, когда выйдет подкаст, уже, наверное, будет ближе к родам, ближе к Новому году, да, наверное? Да, и уже, ну, я понимаю, что мы все равно в твоем блоге, скорее всего, все узнаем. Да. И, правда, очень много оттуда узнаем. Ну, то есть это такая вот жизнь. Ну да, там камеру. чисто сериал «Столярчик», что происходит. Как «Санта-Барбара», который год уже идет. Больше 10 лет, да, и реально есть такое, у меня аудитория, которые пришли ко мне с первым декретом, с Лаурой, да, и на их глазах Лаура уже выросла, и уже подростковые какие-то сейчас изменения у нее начинаются, и мне советуют всегда, как бы, более старшее поколение, да, те, кто с опытом, как себя вести, как это регулировать. Ну, еще вот Петросян книгу читаю сейчас, короче, вообще подростковая такая тема. Пугают, да? Да, я пока вас же маленькие еще пока. У нас дети в один месяц родились в один год. Мы вообще на синхроне с ней, я не знаю. Я остановилась, а Даша нет. У меня вот к тебе еще такой вопрос, что ну, я просто тоже веду соцсети, я с какой-то стороны понимаю, но в то же время я думаю, что хотелось бы твое мнение услышать и, может быть, с подписчиками поделиться с нашими, да, о том вообще, как это вот на протяжении такого долгого времени, да. Держать фокус, да? Да, держать фокус интерес, на блоге, да, и интерес подписчиков, и со сменой деятельности не терять свою аудиторию. Ну, то есть, как бы, на самом деле, вот как... Есть же такое ассоциативное представление, если есть блог, то там определенно одна тема, да, и сколько-то лет там либо экспертная какая-то одна тема, либо лайф-блог, или там путешествие, ну, в общем, какая-то одна тема. А у нас, у меня, вернее, да, такая более... Все сферы охватывающая тема. По многим вопросам. Да. Я реально вначале меня приглашали на какие-то мамские темы только, потому что первые подписчики, это вот как раз-таки мамская аудитория была. У меня дочка, я с ней занималась, это показывала, да. И сладкоежки, конечно, мои, да. Я на тортиках вышла, получается, да. Мой продюсер — это мои тортики. Вот, первая аудитория — это мои сладкоежки. И потом уже стала расширяться по разным темам. И бизнес, и предпринимательство на глазах людей строила, бизнес свой строю, да. А потом еще в экспертность пошла, совместные запуски делала, кондитерские запуски делала. Сейчас по наставничеству по личному бренду. Ну, как бы здесь кто, как не я, могу дать по личному бренду, да, обучение в том плане, что как раз-таки человек, который не являясь там медийным лицом, артистом, певцом, да, как бы выходец из народа, так надо держать, вот так вот держит интерес аудитории, да, в течение стольких лет и остается в топе, можно так сказать, объективно. Ну, это правда, это факт. Ага. И здесь как бы темы все-таки расширяются, и сейчас меня зовут на любые темы абсолютно, вот выступать экспертом, даже на подкасте, да, вот сижу по приглашению, это же классно, это как вот так вот, ну, в кавычках, купаться в предложениях, возможностях, да, и чем больше проявляешься, тем больше возможностей к тебе идет. А как тебе удается вот именно вот вести блог и не, ну, или было, может, время, когда ты такая, все,
просто не надо мне это больше? Ну, это даже не от блога зависит, ага, там, если бы, мне кажется, такое наступает, когда не видишь результата от деятельности в блоге, а когда у тебя там есть конкретная цель, задача, или даже все искренне идет, да, вот такое вот, даже без цели, ты просто наслаждаешься этим процессом. Ты уже привык, настолько привык, что камера у тебя продолжение руки, да? Тогда уже нету такого состояния, что ты выгораешь или там все надоело. Ну вот конкретно одна деятельность может надоесть. Ну вот, например, кондитерские курсы мне вообще по горлу вот так вот стали. Да простят меня мои ученики. Я их каждую довела до конца, поэтому как бы взятое, начатое дело довожу. А вот в целом следующий запуск уже делать у меня как бы ни сил, ни желания уже не было. Вот. Ну и по теме того, что я сама уже 6 лет не пеку, не катала коржи, экспертность вот так вот отдаляется. Сейчас тренды меняются, техники меняются, и надо же быть всегда в курсе, знать новинки. А у меня отдаление произошло настолько, что вот я не могу в 20-х годах записанных курсах сейчас уже запускаться, да, как говорится. Я там тоже, кстати, беременная. Вполне можно было бы подать за актуальные записи. Еще лет 10 подождать и ретро. Но зато у меня сейчас вообще другое вдохновение. Это женское развитие, это мой женский клуб, это наставничество по личному бренду. У меня вот такая вот миссия, да, через коммуникацию, через комьюнити выстроить систему, можно сказать, да, или сообщество комьюнити реализованных женщин, которые вот готовы даже вложить свою лепту, вклад в экономику нашей республики, вообще в институт семьи. При этом, То есть можно сделать вывод, что вот эта регулярность этого блога, она в том, что он разный постоянно. Да, он разный, во-первых, да. Ага. Ну, как бы мы не переезжаем там из дома в дом, чтобы там менять картину или там, да. Просто у нас идет в ногу со временем, куда мы развиваемся, туда как бы и фокус аудитории так вместе со мной. Ну, и получается, что твоя аудитория, вот как ты сказала, что у тебя сейчас создался, вот, ну, ты почувствовал новую миссию, я вот знаю, что у тебя есть женский клуб, честно, я не знаю, сколько, 2 года, да? Уже Больше? 4-й год, Четвертый. сейчас летом Ну, я будет просто, 4-й да, год. я тоже в нем состою, то есть я в нем постоянно присутствую, тоже мастер-классы какие-то для девушек проводим, я смотрю, что там постоянно... А женский клуб это как? Это вы собираетесь на какую-то Это тему? сообщество девушек. Да? Ага. Я просто понимаю, там читательский клуб, там какой-нибудь клуб любителей марок, а женский Это очень просто- обширно. да, там Здесь вот концепция так. именно, закладывается концепция. Женских клубов много. И в разных клубах разная концепция. Наша концепция, да, жизнь в балансе. Чтобы мы не только там карьеру или бизнес строили, да, или только как мама реализовались, как хозяйка, а именно, чтобы мы в балансе все это вот в совокупности вот так вот развивались. Поэтому у нас каждый месяц новая тема, каждый месяц новая сфера жизни, и вот так вот прокачиваем выпадающие сферы жизни, можно так. Ну, как будто экспертность-то в этом большая, потому что если 3 детей, бизнес, Да, такие есть. блог. Финансовая грамотность, здоровье, да, все это я транслирую как бы и в блоге тоже, потому что сейчас мы отказываемся от глютена всей семьей, от сахара. Почему? Здоровье. Ну, Снова вы здоровье. поставили, что как не переносите... Да, долголетие. Нет, это непереносимости это просто? не из критических вот этих причин, да, что вот нам По какой-то показаниям. диагноз или по показаниям, а именно осознанность. Вот всегда трансформация происходит либо из критического состояния, либо из осознанного. Вот так вот лучше всего осознанно в это идти. Не выжидать вот этого вот какой-то болезни или Ну, там... в смысле, вообще отказываетесь краха. от сладкого, как от такого вкуса, или заменяете сахар От сахара на именно. У нас мы сахарозаменитель? просто сахар не покупаем дома, белый сахар. сахарозаменитель? Есть, фитварат, стевия, Просто вот я как топинамбур. будто слышу, что они вреднее, чем обычный сахар. Что Нет, лучше это- ограничивать сахар в каких-то разумных, Это, чем менять на подсластители. это все маркетинг, это все вот так вот, я могу сказать, там, что-то плохое, а это что-то хорошее, да, если у меня есть влияние, например, и люди могут в это поверить. Поэтому лучше основываться на исследованиях, на каких-то медицинских показателях
и так Я далее. обожаю наши подкасты, мы опять перешли на тему лекарств здоровья. Кому что? Как же без этого? Среднего возраста. Да-да-да. То есть мы хотели классный, позитивный выпуск. Да, ну вот имейте в виду, по чуть-чуть да, экспертность во всех сферах есть. Поэтому у нас как бы своим примером, не знаю, прокачиваясь по всем сферам жизни, я создаю вот это вот сообщество «Женский клуб» наш. И личный бренд, одна из этих сфер – проявленность. Ну, как ты думаешь, всем нужен личный бренд или нет? Потому что я вот тоже и себе тоже задаю этот вопрос, потому что и мне Но тебе это... точно нужен. Да, но многие меня просто тоже спрашивают, всем надо или не всем? Вот подруги у меня, например, да, тоже говорят. Это типа, всегда вопрос зрелости, мне кажется, вопрос, каких целей ставит, амбиции какие у человека. Вот от этого все зависит. То есть не каждому. Да, не каждому. Моему мужу, например, личный бренд совершенно не нужен. Он просто на Он, тебе да. женат, поэтому он у него есть. Да. Он вообще там, нету целей там даже зарабатывать миллион, там, у них нету таких потребностей, например. Часто бывает у мужчин, кстати. Но есть, конечно, мужчины, которые вот более такие амбициозные, там, целеустремленные, да. Большинство якутских мужчин наших, они вот есть на завтра что покушать, есть где жить, есть на чем ездить, и хватит. Маршрут, например, у его. А вот проявленность, оно же много институтов выпускали разные слова, как слово года. Вот проявленность в нескольких местах фигурирует как Кстати, такое да. слово, которое часто очень И встречается. даже вот всегда... Меня уже начинает даже подбешивать. Вот, это вот потому что, проявленность. знаешь, вот когда начинается вот слово, да, и оно становится трендом, вот так вот поднимается все его и больше этого слова, оно достигает какого-то пика, и уже начинает уже обратный откат идти. И вот уже начинает бесить. Вот весь тренд в этом. Ну, система тренда. Вот так вот идет, и уже пика достигает, и уже нападение идет. А проявленность, вообще основа проявленности как бы в нашем обучении, да, это фундамент как раз-таки. Это твоя уникальность, твои черты, твои ценности. Вот это и есть составляет фундамент. И вот на этом фундаменте нужно выстраивать. Ты должен кому-то это обязательно показывать. Нет. Что это настолько необходимо, а я просто не понимаю, зачем это. Ну, в смысле, Это вот прямо ты должен проявляться. Это Надо вот, всем. вот это вот доказательство, да, это вот наоборот совсем другой подход, когда человек идет в проявленность из нужды, а не из открытости. Вот в чем разница. Вот я человек сам открытый по себе, по жизни, и я проявлен. Даша такая же. У меня Да. Даша такая ну, же. конечно, Вот, блогер. ага. Некоторые Вот, да? блогеры тоже из нужды становятся блогерами. Да. Не по душе. Вот те, кто из нужды становится, они создают впечатление, создают эту картинку, они показывают реальную картинку, они вычищают, снимают и потом продолжают жить, типа. А у тех, кого как бы это естественным образом идет, он не создает какую-то специальную картину. Слушайте, я сейчас расскажу вам ситуацию. В общем, когда-то мы с Машей были соседями. Жили в соседних домах. И, в общем, я... И столкнулись лбами, потому что снимали. Нет. Но на самом деле, как-то раз вечером, возвращаясь домой, я тогда знала, что есть блогер Малия Столярчик, но мы как бы здоровались, но мы как бы не были... Особо не общались, Не да? общались, да. И я вот смотрю, она выходит из машины, у нее в люльке ребенок, то есть у нее автолюлька, она вытаскивает автолюльку, потом достает 19-литровую воду, потом достает Наташу, кладет ее на машину, все вот так делает, потом берет люльку, потом 19-литровую воду и идет. И я просто, я все это время просто вышла из машины, и я честно, я просто смотрела, я даже А как? Как все это? я просто стояла и смотрела. И я просто думала, Если бы у меня была третья рука, я бы это все снимала. Еще на 0,5. И вот ты я не догадалась, я была в шоке вообще. Я Надо стояла- было подснять. Я стояла и думала, реально, я думаю, блин, да вообще она Супер да, женщина. супер, я точно на нее подпишусь. То есть, вот, то есть я увидела вот эту реальность без всяких там, и я подумала, это она как вообще делает? Это я там думаю, я своими близнецами с ума схожу тут, а я знаю, что это ее третий ребенок, кажется, тогда был, да, Артур, ага, кажется. да. То есть я знаю, что у нее еще 2 Я ребенка. помню этот момент встречи с тобой. Я, да, и с тех пор я, конечно, просто я не знаю, если мне кто-то скажет, что Маша Столярчик что-то не может, я скажу, вы не знаете ее. Вы не можете. Подождите, да? Я вас сейчас еще удивлю. Я сейчас на 34-й неделе, и я собираюсь лететь в Бразилию, рожать там
Ты такая думаешь, интересно. Интересный выбор, а почему Бразилия? Как вот на нее пал выбор? Ну, за Ты сильным шар паспортом. крутила там? Если очень коротко, за сильным паспортом. Если очень коротко, я крутила глобус. Да, такая просто. Так получилось, хорошо, что не Африка. Хочу приключений! И еще более того, я должна удивить как-то народ. Да. Родить мало, надо родить. Теряем охваты! Будем рожать в джунглях! Ну, почему Бразилия, да? Потому что есть даже направление в туризме, родильный туризм называется. И есть люди, которые занимаются вот сопровождением рожениц в странах Латинской Америки. Это Чили, это Аргентина, это Бразилия. И есть сравнительная таблица, через сколько выдают гражданство, паспорт, сколько лет надо там жить для этого, как выдают родным, выдают ли вообще, какая медицина, сколько стоит там жилье, вот такая вот. И вот по сводной такой сравнительный свод-анализ провела, да, и более сейчас лояльные условия для меня Бразилия. Потому что Аргентина раньше была более популярная, да, но с мая 2025 года поменяли условия декларирования, короче, потому что страшный поток пошел туда, да, все туда ехали рожать, страны СНГ там, да, и поэтому вот так вот поменяли условия, и они стали более жесткие. И нам не подходит, у нас 4-й ребенок, для первородок подходит хорошо. Там не дают гражданство родным братьям, сестрам. А мне нужно еще Луизе, Артуру тоже получить. Красивые имена такие. Слушай, а как вообще муж к этому всему относится? Как вообще вот он существует в твоей активной жизни? Тоже спрашивают, даже кто-то из моих наставников спрашивал, как Степан согласился на этот энтузиазм, короче. Да, как так говорят. Как он вообще согласился на такую... Он не согласился, он смирился, можно сказать. Поставили перед фактом. Он смирился, можно сказать. Сначала он отшучивался, приводил какие-то такие шуточные доводы, что к взрослению этих детей весь мир будет Россией, типа такого. Отшучивался, а потом уже стало его бесить, раздражать. Потом в очередной раз я спросила, как раз с Севена скидка была. Распродажа была, да? Распродажа была, я говорю, все, короче, на скидке покупаю билеты, лечу. Она, опять ты это про свою Бразилию, кто-нибудь бы взорвал эту Бразилию. Короче, как-то так он очень буйно отреагировал, и я, короче, подумала, все, надо перестать на эту тему говорить ему. Тихонечко соберу чемоданы, уеду. А потом мы едем в машине, и он раз спрашивает, так какого числа ты, говоришь, билеты купила? А я еще не купила же, я же думала, что он не против. И я такая, 8 декабря. А потом я в реальности уже купила на 10 декабря. Вот такая вот история. Лечу одна. Если получится, после Нового года, к старому Новому году я там хорошо рожаю, и прилетают мои дети, Артур и Луиза. А как добраться до Бразилии? Куда-то 4 перелета всего. Якутск, Москва, Дубай. Мне кажется, для человека, который живет в Якутии, как будто бы 4 перелета, ничего страшного. Через Дубай, ага. Сколько лететь от Дубая? С Дубая до Сан-Паулу самый продолжительный перелет, это трансатлантический, 16 часов. Вот я просто помню, мои друзья летели в Мексику, они тоже там часов 20 через Дубай они летели. Ну и получается, я выбрала компанию Emirates, чтобы комфортный перелет был. А так можно через Марокко, марокканские авиалинии, можно через Катар, катарские авиалинии. А там у тебя будет какая-то поддержка, кто-то из близких? Есть там, есть там девушки из Якутии родом, да, которые там родили, более того, уже получили гражданство, 2 года там прожили и как бы знают все. И они мне помогают, ну, удаленно по WhatsApp, да, в какие документы подготовить, что нужно обязательно вести. Я там уже арендовала квартиру, считай. Ну, сейчас у них, правда, декабрь темпорада, да, Новый год. Это праздник такой, когда местные арендаторы увеличивают стоимость жилья x3, x10. Конечно, зарабатывают на год вперед. Поэтому мне вот однокомнатную квартиру пришлось снять за 3 дорого.
короче. Как странно, да, что у всех большие праздники примерно в один период. Вот это вот декабрь, Рождество, Новый год, китайский Новый Ну, год. это и у них есть, Тампарада по-моему, какая-то. ну, вот темпорада, видимо, Да? как Новый год, что ли, или, по всей возможно, видимости. я ошибаюсь. Ну, а в феврале уже бразильский карнавал. То есть ты попадешь на бразильский карнавал? Это если я решусь полететь в Рио или в Сан-Паулу. Ясно. Ну, в больших городах, потому что мы дальше Сан-Паулу полетим на остров Флорианополис, Флорипа его укращенно называют, и там более такой туристический остров, нету вот этого вот Суеты вот этой городской. опасности, фавел, вот этих наркобаронов, нету там. Ясно. Ну, то Ну есть и Жади тоже, этих тоже нет, сериала «Клон». клон, да. А Наталья Орейро, Орейро. Это там, что ли, клон? да я не знаю. Ну, «Клон», помнишь, они Марокко. летали Я Марокко, досилила Сан-Паулу. 10 серий недавно, я думаю, я должна посмотреть. Мне очень- Касабланка, Сан-Паулу постоянно летали. Ну, постоянно 10 серий, они там... Она только успела влюбиться. Ты дальше не видела еще, да? Не, я не Очень буду такая смотреть. история, Ну, такой будет опыт. смотри, я вот вижу, что, ну, вообще понимаю, что твоя жизнь, она вот такая большая, сильная, живая, активная, то есть вот, и возможно, да, если так посмотреть, и даже вот с того, что ты рассказываешь, у меня сейчас в голове ассоциация, что для кого-то твоя жизнь, это, знаешь, как будто бы 3 жизни прожить для кого-то, то есть, может что быть. кто-то живет, ну, другую, размеренную достаточно Да-да-да. жизнь там совсем. Как ты вообще вот по характеру, вот как получается, что ты вот настолько вот, у тебя хватает энергии, сил, вот Вот так есть же энергоемкость, плотно понятие жить. энергоемкость. Да. И столько успевать, во-первых, да, ну, вообще иметь желание этим всем заниматься, да. Вот, у меня Ага. к тебе вопросики. Вот. И пропускать через себя столько людей. Это тоже энергоемкость. Мне кажется, оно вот от природы, оно такое в целом у меня большое, емкое, можно так сказать, да. Ну и, ну как бы я всегда вижу 3 составляющих. Это физическое здоровье, во-первых, физическая составляющая, да, это нормализация моих гормонов, там, не знаю, чтобы все мои 16 систем в организме хорошо работали, исправно, вот эта, да, тема, чтобы знать показатели и их регулировать, допустим, да, чекапы вот эти постоянно проходить. Потом вот питание, допустим, да, это все туда, вот физика. Потом ментальное. Ментальное — это когда у тебя выстроена база, семья есть и здоровы, система жизни выстроена, и психологически ты устойчив, да, вот эта часть. И третье — это духовная составляющая, когда ты уже определяешь себе миссию, да, знаешь, в чем твое предназначение, более такие вещи делаешь, которые от души идут, ну, то есть по порыву души. Не из нужды, не из надо, а вот я из хочу, из любви. Вот эти 3 к философии Марии Столярчик. Нет, ну, это правда очень интересно, потому что, конечно, когда смотришь на тебя, многие хотят, например, так же, да, хотят быть достаточно активными, хотят и бизнес вести, и детей рожать, и семью строить, брак, то есть свой, да, чтобы он оставался как-то фундаментально крепким. Но мы понимаем, что люди сталкиваются, ну, с реальной жизнью, и не у всех это получается, и не всем. Ну, реальная жизнь у каждого своя же, Да, да, потому да. что есть старые привычки, которые затягивают, да, есть негативные убеждения, которые тоже тянут назад, и вовремя их определять и переформулировать эти негативные убеждения не каждый же умеет. А ты всегда прям такая была, или это какой-то момент настал? Нет, и это, что-то мне вот... кажется, даже этапы трансформации, потому что в Маше там в 17-м году, и Маша сейчас вообще другие, я считаю. Мария, которая начинала тогда, да, которая радовалась, не знаю, ну или там не умела отказывать, допустим, да, или не желая там куда-то шла делать из обязательства. И что Маша сейчас, которая именно умеет отказывать, если это не надо, да, допустим, и либо же, ну, в общем, все создает, любые проекты из именно душевного вот порыва, да, из любви. Вот это вот разные люди, реально. Я это замечаю, потому что та жизнь, которую я загадывала там, я уже в ней сейчас. Представляешь? То есть ты уже, получается, достигла то, о чем ты мечтала? Да, ну, даже, конечно, вопросы дальше же растут, но я уже на том месте, когда там мечтала, а сейчас у меня другие мечты. Постоянное обновление. Да, обновление. Нет, только у меня остается Апгрейд. вопрос открытый, один остался.
Вот все-таки давайте вернемся к ситуации, когда мы натягиваем Наташу, у нас 19-литровка и люлька. Как мы дошли домой? Мы где-то бросили 19 или... Нет, бутыль же она вот так вот поставишь на плечи и держишь за это горло. За это горло и все. А люльку как ведро держишь. Ага, а ты что? Дверь открывать че? Я еще на каблуках была тогда, да? Я его не помню, но это меня уже... Люльку поставила, дверь открыла, люльку взяла. Нужен мастер-класс. Но на самом деле у меня трудовое воспитание, и вот физический труд черный, да, вот в якутском языке есть хара улядин, такой дословный перевод, черный труд. Ага, и это именно то воспитание, которое меня закалило, потому что я и на сенокосе, я и в хатоне, я как бык семьи, короче. Каждую весну у нас вот дружбой пилили дрова, там кололи дрова, вот это все, да. Каждый день заносишь дрова в печку топить, лед, чтобы в бочке топить, да, воду получать. Ну, в общем, какая-то вот такая мужская, черная такая силовая работа, и вот это меня очень закалило. В том плане, что если справляешься с этим, а вот с такими, как бы, душевные, там, не знаю, это чепуха, кажется. Ну, по сравнению. Да. Вот смотри, кстати, ты еще хорошо отметила про вот то, что какое у тебя было воспитание, например, да, что все равно наши дети растут в городской среде, да, то есть, да, в многодетной Мы семье. же поссорились на днях с дочей, а именно на фоне того, что никто не хотел загрузить посуду в посудомойку. Вот. Об этом я вот как раз и хотела. У меня там лилось 70 этажей мата. Ну, тогда мы потом поговорили с ней, она призналась, что эгоистично себя повела, то, что вот ей фокусирована была то, что только на своей усталости. А то, что я беременна, там, я могу устать, ей было как бы закрыто для нее. И она просто сказала, что не желает убирать. Сами убирайте, типа, вот так сказала. Ну вот это мне интересно, потому что я тоже наблюдаю за этим, и там, как, например, росли там мы, как растут наши дети, что как будто у них, ну, меньше забот. Конечно. Да? Что они такие... Есть же такое мы выражение. разве не к этому все стремимся, чтобы наши дети лучше жили, нет? Вот как будто да, но... Но при этом это их делает слабыми личностями, потому вот что мне это интересно, хорошие времена порождают слабых людей. Помните вот эту цепочку, цикл? Да. Ага, трудные времена Да, порождают я помню, сильных помню. людей. Сильные люди порождают хорошие времена. И то есть, и Хорошие- получается, как будто бы тогда глупо с этим бороться. Ну, раз уж это цикл, закон цикла. Слушай, ну, иногда мы с мужем просто смеемся, знаешь, реально, я говорю... Не, я тоже борюсь, в смысле, с Матвеем, ему тоже ничего не хочется делать, и Ну я да, с ним да. борюсь, а просто это как бы такая размышление на эту тему, а Нет, стоит ли? здесь как бы тоже ребенку надо привить, видимо, воспитание, чтобы он как бы не по наставлению родителей это делал, а к трудолюбию тоже. Например, мама, папа нам никогда не указывали там, занесите сейчас дрова. Это была наша ежедневная обязанность, и мы как бы, были они дома или не было их дома, независимо от этого мы выполняли работу. Более того, когда они приходили, мы быстро перебирали. Один взгляд папы Да, там. я вот тоже это помню. Я помню, что приходила мама, и мне было страшно, мне нужно было что-то изображать, что я что-то делаю. Но при этом я что не хочу создавать такой Да, страх но я не у могу детей. вспомнить, от чего мне было страшно. В плане, я не помню, чтобы мама меня заставляла, мама как будто не чтобы она ругалась. как-то там... У нас было на вот это меня- чувство. Да, но вот это чувство, что я должна, оно было. Ну вот откуда наше это? поколение же очень много травмированных детей, которые вот именно из чувства «я должна» живут. Да. Тоже Это много. Видишь, сколько, да, граней? Это мы Да, можем- граней это философия, много. мне как кажется, бы- мы можем вечно да, это мы обсуждать. вечно можно говорить, здесь и плюсы есть, и минусы есть. И потом мы к психологу ходим, да. Например, наши родители тоже пытались нам обеспечить счастливое детство. Они Конечно. как могли, как... У них тоже цель какие- была не да. озадачить нас, наверное. Да, как-то и мы лучше сейчас сделать. прорабатываем их, да. И наши дети будут нас прорабатывать. Но, Это знаешь, стопудово. Да, и дети будут говорить, мама недостаточно меня ругала, у них будут вот такие проблемы. Да, Ну не знаю, но всё Мама равно будут не хоть давила какие. на меня. Вообще, вот это недостаточно сильно, поэтому я размазня. И в этом Я виноват. тревожный, потому что мама на меня сильно давила. Такого. И, конечно, последний завершающий вопрос. Все-таки хочется еще вот
касающийся и ребенка, и вообще родов твоих, что была у тебя гендер-пати. Ты вообще, вот говорит, что бы ты, если что бы ни делала Маша, это должно быть как Масштабно. масштабно, да, феерично. Гендер-пати, ты, вот, ну, я помню, что ты мне говорила, что я хочу организовать, потом не хочу, что я помню, ты делилась со мной этим, что не знаю, что там. И в У меня итоге идея я увидела, возникла что в именно борделе. объединить 3 праздника. Вообще я увидела, как одна семья на площади Ленина проводили гендер-пати. То есть вот эти колонны, Серге, они загорелись в один цвет, то ли в голубой, то ли в синий, я не помню. И у меня возникла идея, блин, до осени, пока у меня будет этот гендер-пати, наверное, это станет уже мейнстримом, и все уже там будут делать. Но когда к осени я уже обратилась непосредственно в эту организацию, они запретили, потому что эта площадь как бы республиканская, и для коммерческих личных целей нельзя его применять. И мы тогда уже думали, как выйти из положения. И мы организовали на сквере Матери, очень символично, да, обновленное такое общественное пространство, объединили 3 праздника, это 20 лет годовщина, как мы с мужем вместе, это 10 лет ведения блога, а где блог, там и моя аудитория, и вот на гендер-пати это как бы стало уже хедлайнером, да, можно так сказать, конечным таким прямо эффектным событием, и поэтому я пригласила всю аудиторию, благодарность того, что они в течение 10 лет со мной, и это семейный праздник, поэтому здесь как бы мы транслируем семейные ценности. Да, приходя и с мужем, и с 3 детьми, и все вместе узнаем. И как бы мы с аудиторией вся семья. Даже можно так взять. Все обнимашки. Да? И вот так вот мы провели. Было где-то 200 человек. Классно очень. И ведущий был, и вот эти световые пушки так направили, чтобы вот эти свет, дымовой свет, да, салют вернее, чтобы он подсветился, и прямо чтобы... Да, даже издалека снимали, с домов ближайших, как розовый такой буф, стреляет. В общем, классно было. Это эмоции, это такие моменты, которые точно стоит запечатлеть и окупаются именно в плане эмоций. Деньгами может и не окупиться, конечно, вообще никак, а именно вот в плане эмоций и таких исторических моментов для семьи. Классно. Спасибо тебе большое. Вот. Я думаю, что на этой чудесной ноте мы будем завершать нашу сегодняшнюю интересную беседу. Маша, тебе желаем удачи, да, хорошо слетать. Легких родов, главное. Да, ну и легких родов, безусловно, конечно. Сейчас ты мне интересную идею озвучила, что вот в Бразилии могут сделать и кесарево, и абдомина. Но хотя у меня цель естественные роды. Я, короче, вспомнила, к чему я говорила про то, что мы не говорили мамам. Я хотела сказать, что это роскошь иметь свое мнение и говорить, что я не хочу разбирать посудомойку, я хочу. Между у нас прочим, да. не было такой роскоши. Просто наши дети лучше живут, и мы, типа, молодцы, классно. В роскоши. Купаются в роскоши. Сейчас эфир закончится, и мы продолжим болтать на эту философскую тему. Всем спасибо, друзья. Просто 3 болтушки собрались. Маша, Даша и Саша. Всем пока-пока.